Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте поближе познакомимся. Представлюсь. Меня звать Атыншина Гульмира Сайдыновна. В рамках проекта представлюсь, кем являюсь. Я практикующий психолог. Я аккредитованный психодраматерапевт. Я супервизор, магистр педагогических наук, руководитель психологического центра, Центр рациональной психологии СИНЭМ. Но мой путь не всегда был таким прямым и заасфальтированным. Если рассказать про себя, про свое детство, я выросла в простой семье, династия шахтеров. Это простые, трудолюбивые люди, где было много заботы, любви к друг другу, честности. Нас учили работать, отвечать за свои поступки. Поэтому мое детство было таким вот. Я не скажу, что я была каким-то вундеркиндом, но я была всегда любознательным ребенком. Я была очень активная, энергичная. Меня интересовало все, что только было вокруг. Меня интересовали люди, мне интересно было, кто как общается, живет, у кого что бывает. Я не знаю, я была очень любопытная в своем детстве. Поэтому, скорее всего, что когда я уже заканчивала школу, и если нужно было выбрать профессию, я выбрала профессию здравоохранения, я ушла в медицину. Если немножечко побольше рассказать о себе, то, конечно, моя трудовая деятельность, начинающая моя, она совпала с периодом становления независимого государства. Это начало 90-х годов. Это было не очень непростое время. Непростое оно было для всех людей нашего государства. Поэтому я работаю в больнице, в реанимации, в анестезиологии. Это было очень тяжелое время. И я помню, что как-то ко мне в каком-то разговоре кто-то принес информацию, что в Караганде открывается военный госпиталь, военный лазарет, и туда нужны анестезиологи. И в этой ситуации я для себя принимаю решение, что я хочу попробовать и рискнуть. И, к сожалению, или к радости моей, я осталась там на более чем 20 лет. Это было интересное время, интересная работа. Я, наверное, скажу, что в жизни каждого человека бывают какие-то моменты, когда мы встречаем правильных людей, нужных нас людей, которые нас чему-то могут научить или наставить. Так и мне помогали мои наставники. Это был мой старший коллега-врач, врач-психиатр, который стал говорить о том, что во мне он видит какие-то такие качества, как умение слышать, слушать, замечать. И задавал такие вопросы: а не хотите ли вы, Гульмира, обратить внимание на психологию? Тогда я очень сильно удивлялась и думала, где я и где психология? И, конечно, меня мои коллеги научили тому, что уметь преодолевать трудности, ставить перед собой цели и достигать результатов. И в какой-то момент я, действительно увлеклась психологией. Это была не просто работа, обучение на ходу и много ответственности. На сегодняшний день я руководитель психологического центра, за плечами большой опыт работы. И моя работа заключается в том, что поддерживать людей в трудностях, направлять и, самое главное, помогать людям находить внутри себя важные качества и ресурсы, которые могут его продвигать к достижению каких-то своих поставленных целей. Моя самая главная, важная для меня ценность – это быть полезной. Быть полезной, честно выполнять свою работу. Для меня важна внутренняя свобода. И то, что я делаю, оно должно приносить кому-то пользу. Это для меня очень важно. Поэтому любую работу, которую я делаю, для меня она очень честно, от души, по-человечески я ее делаю. И с большим результатом. Если сравнивать период службы в армии, это когда в армию приходит молодой человек, молодой юноша, тревожный, беспокойный, сомневающийся, боится, что не справится. А в итоге я вижу сильного, окрепшего, даже такого, который выбирает для себя и хочет быть военным. Либо, это я, конечно, уже по окончанию своей службы узнала, это когда бывшие мои солдаты писали мне сообщения, присылали письма и говорили: благодарю вас за поддержку, потому что на сегодняшний день я там аким какого-то района, я занимаюсь каким-то предпринимательством. И я вспоминаю того самого молодого человека, сомневающегося, и вижу, каким он стал уверенным, успешным. Для меня это как раз-таки результат моей работы.